Национальная одежда в последние годы стала покидать музейные стены, возвращаясь в повседневную жизнь. Ингушское свадебное платье всегда пользовалось успехом, но теперь свое место в гардеробе отвоевывает будничная и вечерняя одежда в национальном духе. Многие ингушские дизайнеры и модельеры включают в свои коллекции женские национальные платья, головные уборы и аксессуары. Одной из них является художник-модельер, молодая и амбициозная Зина Хакира. Ее уникальный почерк прослеживается в каждой детали. Платья, сумки и пояса не могут оставить равнодушным никого. Решили, почему бы не попробовать в национальном стиле сделать вещи более современные. Ну, естественно, что придерживаясь национальной тематики и не отступая от каких-то канонов, чтобы было и закрытое, и не короткое, и можно было и выйти в свет, и как бы и просто выйти на улицу. И решили разработать несколько вещей. Начали с того, что подобрали ткани, нарисовали несколько эскизов и добавили туда элементы. Взяли войлок, добавили войлок в ткани, смешали два таких, как бы, может быть, они не схожие по фактуре, по назначению вещи, как войлок и ткань, но мы их соединили, и получилась интересные вещи. Создавая свои наряды, модельер, с одной стороны, придерживается основных этических и эстетических норм восприятия костюма, с другой стороны, позволяет себе современные и авторские мотивы в декоре. На изготовление таких моделей может уйти от 1 недели до месяца, в зависимости от сложности ручной работы. Помимо платьев, в коллекции совершенно случайно, по словам Зины, появились сумки и рюкзаки, сделанные с использованием войлока, а также пояса, которые могут прекрасно дополнить любой ваш образ и сделать его весьма необычным и стильным. Коллекция сумок у нас. Она как-то появилась тоже неожиданно. Начали с вещей, и почему-то мы решили, что нам не хватает сумок. Сделали сумки, рюкзаки молодежные. Конечно, возраст где-то, может быть, от 15 лет и, ну, может, до 22 лет. Я не думаю, что старший кто-то будет брать эти сумки с собой. А так молодежь бы одевала, конечно, вещи эти. И сейчас я вам покажу пояса, которые вы тоже сделали к этим вещам. Так. Пояса тоже выполнены как портупеи, одеваются на изделие, выглядят стильно, правда, только для смелых девочек. Ингушский орнамент имеет выразительные особенности, отличающие его от национальных орнаментов других народов композиционным решением, мотивами, лаконичностью и простотой образов. В них запечатлены представления и отношения к миру, роднящие их с древней культурой Передней Азии. История в каждом завитке, особые линии кроя, этноэлементы и сдержанная цветовая гамма. В Ингушетии возрождается мода на национальную одежду. Вот, например, на мне одна из работ талантливых дизайнеров. Узоры, орнамент – все как принято в нашем стиле. Ведь костюм – это история народа, заключенная в каждой петельке. В ателье работают настоящие профессионалы, и помогает Зине в этом нелегком деле модельер-конструктор Лейла Мальсагова, которая разрабатывает новые модели будущих предметов одежды, подготавливает необходимые методические материалы и контролирует изготовление изделий. Лейла работает в республике более 15 лет и делится, что очень любит то, чем занимается, и рада, что свою жизнь она связала именно с созданием одежды. Мы сейчас запустили и дизайнерскую одежду, и под заказ мы шьем. Мы шьем все виды одежды, практически все, потому что у нас работают профессионалы и могут это себе позволить. И с национальными колоритами, и такая европейская одежда, и одежда по назначению, так сказать. Офисная одежда, там, национальные платья, смотря назначение этого платья, куда его одевать, и на свадьбу, там, на работу или как. И я смотрю, нашим девушкам очень нравится
платье с национальными колоритами. И мне это очень приятно, потому что мы как бы сохраняем и свою культуру, и свою культуру. Это очень приятно. Процесс создания таких нарядов и аксессуаров весьма трудоемкий. Наличие художественного образования не менее важно, ведь эскизы Зина тоже разрабатывает и рисует сама. Ведет поиск новых композиционных приемов, а также на основе использования и развития прогрессивных традиций национального искусства создает новые художественные образы и выполняет иллюстрационные материалы. Но признается, что в процессе многое может поменять и сделать чуть иначе. Да, эскизы мы делаем сами, разрабатываем по тематике. Вот в данном случае по национальной одежде. Вот я использую книгу «Одежда народов Северного Кавказа». Для этого модели, может быть, немножко ультрасовременные, как бы рисуем, но в процессе, когда мы начинаем уже их внедрять в жизнь, мы меняем элементы какие-то, делаем, может быть, менее такими открытыми, менее экстравагантными и добавляем немножко креативности. Не полностью, конечно. От эскиза до модели все равно идут изменения в процессе. А так все сами рисуем, да, все сами делаем. В планах для реализации у Зины много креативных идей. В дальнейшем творческий коллектив собирается выпустить новую коллекцию, в которой будут представлены не только платья, пояса, а еще обувь и головные уборы. Мы хотим сделать новую коллекцию. Она будет тоже с использованием войлока. У нас уже есть идеи. Также мы будем ее делать в смешанной технике. Я думаю, будет очень интересная коллекция, начиная от обуви, заканчивая головными уборами. Ну, да, мы хотим сделать не просто платье, а сделать комплекты. А в комплекты, чтобы входило головной убор и даже обувь, если у нас получится. Но мы мечтаем об этом, мы этого хотим. Ну а мы, в свою очередь, можем только пожелать удачи и дальнейших успехов этому замечательному коллективу. И, кстати, меня тоже не оставили без презента, так что большое спасибо.